В сегодняшней нашей передаче речь пойдет о госгранице, о той тонкой линии на карте, существование которой определяет суверенитет страны, о рубеже, который вообще-то должен быть на замке, а на самом деле получается, что не очень. Мы будем говорить о тех, кому наши границы доверено охранять, и какое это, особенно в наших условиях, непростое занятие. А еще о том, что в нашей жизни всегда есть место как подвигу, так и полному пофигу. За это приходится расплачиваться. В каких-то случаях просто деньгами, хотя тоже не просто, а большими и казенными. А иногда и кровью. Но обо всем по порядку. Вон там, за моей спиной, за забором, находится застава погранвойск Республики Казахстан имени Онопка. Погранзастава 1936 года постройки. Вот это погранзастава имени Онопка 2009 года постройки. Сделана она по заказу погранвойск Республики Казахстан на бюджетные деньги. По самому последнему слову строительства. Санузлы, баня, есть все. Но она почему-то оказалась погранвойскам не нужна. Парадоксальная ситуация с этой заставой – отголоски громкого скандала двухлетней давности. Когда эта застава была практически построена, вдруг выяснилось, что средства, выделенные из бюджета на ее строительство, впрочем, как и деньги на строительство других погранзастав по Казахстану, попросту разворованы, причем на самом высоком уровне. В бытность командующим погранвойсками Булата Киргизбаева его заместитель полковник Алим Хасенов с несколькими своими подчиненными наладил чересчур вольный подход к расходованию бюджетных средств. Проще говоря, на деньги, предусмотренные на строительство новых застав, имевшие к ним доступ чиновники от погранвойск, покупали себе любимым квартиры и особняки, машины премиум-класса и жили на широкую ногу. Когда разразился скандал, полковник и два бухгалтера отправились за решетку. Генерал Киргизбаев всего лишь потерял должность, чему, видимо, был несказанно рад. Погранвойска остались без новых застав. А такие бизнесмены, как Ермек Бадраков, оказались в тисках больших финансовых затруднений, потому как выяснилось, что заставы пограничникам они строили в долг. Застава была построена за половину стоимости отпущенных денег. И причем на нынешний момент состояние готовности заставы от 90-95% можно оценить. Здесь полностью построены все здания и сооружения. Здесь проведено благоустройство. Имеется полностью асфальтовое покрытие. Ну, в свое время даже мы полностью высадили растения. Нас не то, чтобы не расплачивались, нас уже наказали. И указали место. Как говорят, твое место где? Он там, говорит, не сиди, не воняй. Предприниматель Ермек Бадраков – один из немногих, кто все-таки выполнил подписанный договор и построил свою заставу, хотя получил от государства лишь половину от причитавшейся ему суммы. Однако на этом его проблемы и чудеса на границе совсем даже не закончились. В течение 3 лет у него под всевозможными предлогами отказываются принимать практически готовый объект. Рядовые же пограничники были обречены все это время обитать на находящейся совсем рядом, за забором, старой заставе, возраст которой больше 70 лет. А недавно, в начале лета, бизнесмена Бадракова обязали снять с объекта его частную охрану. И теперь находящийся в приграничной полосе готовый военный объект грабят и разворовывают так же, как когда-то выделенные на него деньги. Причем, кроме как самим служивым, больше в этих безлюдных местах мародерствовать вроде как некому. Появились пограничники, которые убрали отсюда нашу охрану. И с этого момента началось систематическое просто мародерство на этой заставе. Здесь у нас полностью ограбили генераторы. Это автономный генератор. Полностью ограбили, разграбили в ВСУ. Вот, да, вот видно, вот сзади вас, вот, значит, этот автономный генератор на 520 киловатт. И в РУ, это распределительный узел, вот, распределительный щит. То есть где-то даже сейчас, даже по этим, да, убытки где-то составляют, стоимость такого генератора от 12 до 15 миллионов. В РУ вот это вообще от 15 до 20 миллионов. Кроме как, допустим, самих пограничников здесь некого разворовывать.
Вот, сами понимаете, территория контролируемая полностью. Вот даже на тот момент, когда мы съемки ведем, видите, уже двое умудрились подойти, да? А тем не менее, никто не может объяснить, кто ворует. Больше всего поражает в этой истории то, что до построенного на бюджетные деньги и подвергаемого теперь варварскому разграблению военного объекта нет дела ни пограничному командованию, ни прокуратуре, ни следственным органам. К слову сказать, новая застава имени Анопка строилась как раз в бытность начальником Чунджинского погранотряда Турганбека Станбекова, исполняющего ныне обязанности главного пограничника страны. Так что ему ли не знать, что здесь к чему и почем? И кто после этого поверит, что он сам здесь ни при чем? Такой вот каламбур. Хотя, с другой стороны, о каком рачительном подходе к военному имуществу может идти речь, когда в жертву чьим-то карьерным планам приносятся даже человеческие жизни? Когда кровь погибших солдат становится разменной монетой? Когда отцы-командиры при полном содействии следственных органов делают все, чтобы ни под каким видом было невозможно докопаться до истинной причины гибели 15 человек? Я думаю, все уже поняли, что дальше в нашей передаче речь пойдет о трагедии на погранзаставе Аркан-Керген. Пожалуй, это было самое страшное событие в пограничной службе независимого Казахстана. Жуткое ЧП на погранзаставе Аркан-Керген произошло в последние дни мая, но общественность до сих пор пребывает в шоке от случившегося. В результате кровавой бойни погибло 14 пограничников и егерь частного охотхозяйства. А единственным подозреваемым в совершении массового убийства оказался 15-й пограничник, рядовой Владислав Чалах, которого нашли спрятавшимся неподалеку в горах, в Чабанской хибаре. А при нем пистолет командира заставы, капитана Киреева, его же ноутбук, сотовые телефоны сослуживцев. У солдата нашли сделанную мобильником видеозапись, где он легко и непринужденно, после того, как все его товарищи погибли, балагурил сам с собой, несколько дней скрываясь в горной пещере. После того, как единственный выживший солдат дал признательные показания, по логике вещей ни у кого не должно было остаться сомнений, что именно он убийца. Но широкая общественность не поверила в официальную версию. Многие граждане страны, которые знают об этом деле, не верят официальным версиям. Но здесь нет ничего удивительного, потому что дело Челаха – это было, по сути, большое увеличительное стекло, которое высветило давнюю нашу проблему. Она существует уже давно. Это взаимное недоверие власти к обществу и общества к власти. Это взаимное недоверие, оно уже существует у нас в течение многих лет, оно было до Челаха. Многие резонансные события в Казахстане вызвали такую же реакцию общества. У многих просто в голове не укладывалось, что какой-то мальчишка вот так запросто мог перебить целое воинское подразделение во главе с офицером. Между тем, ветераны говорят, что в истории погранвойск это вовсе не единственный подобный кровавый случай. Конечно, ЧП, я вам скажу, необычайное. Оно вот только сравнимо в 70-х годах, по-моему, в конце 70-х годов, вот этот наряд, который расстрелял отдыхающих на Рижском взморье, вот только с ним. Другого у нас никогда такого случая не было. В истории в советские времена, к сожалению, были такие случаи. И в вооруженных силах, и в пограничных войсках. Вот я не помню наименование заставы, в советское время было в арктическом отряде, было тоже, где один солдат там ползаставы расстрелял. У нас вот в Казахстане уже в годы независимости, сейчас точно я не помню, но, по-моему, в 96-м году тоже, значит, был случай, когда пограничник расстрелял несколько человек. То есть сами по себе такие события были. Между тем, помимо памятных аналогий из прошлого погранвойск, в материалах уголовного дела в отношении рядового Владислава Чалаха имеется важное обстоятельство, которое вполне можно расценивать в качестве вероятного мотива к совершению им этого преступления. Некоторое время назад в своих тогда еще газетных публикациях я уже указывал на обнаруженную при осмотре следователями тело убитого егеря Руслана Кима, в прошлом майора военно-воздушных сил, странную деталь одежды. Извините за интимную подробность, на нем было одето женское нижнее белье. Тогда, несколько месяцев назад, меня за эту подробность подняли на смех. Но все оказалось куда серьезней, чем многим тогда виделось.
На днях мы поговорили с адвокатом Владислава Челаха, Сериком Сарсеновым. Очень любопытный разговор получился. У вас у самого сложилось как мнение, нападение на заставу было? Трудно мне сказать. Было, не было. Вот. Не буду я озвучивать свое. Есть у меня, естественно, есть у меня своя, но об этом это не этично с моей стороны будет, как защитнику высказывать свои какие-то предположения, версии и так далее. И единственное, вот я поясню, почему, допустим, я у своих клиентов первым делом не из праздного любопытства спрашиваю, делал ты это, совершал ты это или не совершал это. Вот он мне сказал, что я не совершал. Отсюда я и строю тактика у меня, и стратегия защиты, и так далее, и так далее, и так далее, все это. Независимо от того, клиент правду вам сказал или нет? Да, и по закону я же не имею права наперекор позиции клиента работать. Белье на егере. Белье на егере женское. Ну, мне вот удивительно. Вот смотрите. Я сомневаюсь в достоверности экспертизы биологической проведенной, да? Смотрите. В прямой кишке, не в прямой, там в анальном отверстии егеря обнаружена его же сперма. Вот это мне удивительно. Ну как его само, что он шприцем вводил себе, что ли?